Проверка оборудования и снятие показаний со счетчика. Будни оператора по расчетам с потребителями Руслана Латырова начинаются с уже привычного обхода абонентов. В электроэнергетику Руслан пришел больше 30 лет назад, ну а в МРСК он трудится уже 12-й год. За это время он успел запомнить не только имена, фамилии, но и лица сотен абонентов, которые находятся в зоне его ответственности. Моя трудовая обязанность утром ходит, мне обходной лист отдает оператор, я забираю на обходной лист. У кого должника, по дворам хожу и отдаю вот эти уведомления, что у тебя такого долга есть. Вот и собираем, сборы делаем. Каждый ежедневно. По паспорту ему 63, но в душе 45. Именно так объясняет Руслан Латыров, почему до сих пор не ушел на пенсию. Каждодневный труд для него больше, чем просто профессия. Это возможность чувствовать себя нужным и приносить пользу обществу. Ну, понравилась мне, работа хорошая, коллектив хороший, сплоченный за это. Пока я на пенсию не собираюсь. В свои 75 лет прекрасно справляется с обязанностями и контролер Рашат Хаймиева. Этому делу она также отдала большую часть своей жизни и завершать карьеру пока не планирует. Таким сотрудникам в коллективе только рады. Мудрые и опытные. Они делятся знаниями с молодыми специалистами. Как найти общий язык с потребителями и уж тем более злостными неплательщиками. Как вести себя на рейдах. Этими и другими хитростями профессии старшие коллеги с радостью делятся с начинающими. Бергиш опытный бы, квалифицированный бы, сардат дехад волдул, концу горха волдул, помогает дотон. Вах позангу андуач, ау электрисити вот хотя ирбехки аж вахсак, тоже ему за 80. Тахны багат хат авиали, любой бол хабуцу. Тваш цухор до хама, что в работе тваш цикетиш до хама цар опыт яха хлара, вах да янду до хатра жок лотон. Дик бутоволгой. Эш бах баян дат нормально волгой, бакаш томорт, бакаш тонис волгой бакаш. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни, тем более, когда есть желание и силы трудиться. В Ингушетии, по статистике, из более чем 100 тысяч пенсионеров 20 тысяч до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы отпускать опытных специалистов и работодатели. Ведь главный плюс людей золотого возраста – бесценный опыт, которого нет у молодых коллег. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.